Любовь к поэзии зародилась в ее сердце еще с детских лет, и это было не просто увлечением юной школьницы, а таинством дара Всевышнего и рождения настоящего таланта. Жамсари Хамхоева принимает в эти дни поздравления по случаю юбилея. Поклонники ее творчества собрались в Национальной библиотеке, где прошел творческий вечер автора поэтических, прозаических и драматургических произведений. Окунуться в мир чудесной гармонии слов смогла и Мадина Аздоева. О родине, о любви и о природе эти проникновенные слова льются ручьем, лаская слух, удивительным образом оживляя воображение. Так творить умеют поэты. Жамсари Хамхоева – одна из них. Сегодня она празднует юбилей в стенах Национальной библиотеки. Я работаю в разных жанрах. Я работаю и в поэзии, и в прозе, также и в драматургии. Также пишу детскую литературу. Печатаюсь давно. С 1984 года я печатаюсь. Первое стихотворение ею было написано еще в школьные годы. Тогда Жамсари в основном писала на русском. Уже после автор полностью переключилась на родной язык. Так и проще излагать свои мысли, делится Жамсари. Мне посоветовали попробовать писать на своем родном ингушском языке. Конечно, я с удовольствием стала писать на ингушском языке. Я поменяла свое перо, поменяла почерк. И я думаю, что на своем родном языке лучше пишется, потому что и мыслишь на своем родном языке, и пишется, я думаю, удачнее получается произведение, которое ты пишешь на своем родном языке. В 2003 году вышел в свет первый сборник ее стихотворений на ингушском. После были и повести, и рассказы. Из последних изданий это сборник «Луаман Мух». Его поэтесса приурочила к празднику. Этот гимн в исполнении детей из Центра реабилитации Магаса написан на слова Жамсари Хамхоевой, как и многие другие стихи, прозвучавшие на юбилейном вечере. Здесь собрались и любители творчества поэтессы, которые с особым восторгом отмечали ее успехи. Ее творчество уникально и отличается от творчества других писателей, тоже определенная изюминка. Ну, мне кажется, в творчестве каждого писателя есть эта определенная изюминка. У нее она присутствует, и ее уникальность заключается в богатом слоге. То есть у нее очень богатый слог и богатый язык. В настоящее время автор продолжает размышлять над новым произведением, и оно посвящено природе, поделилась Жамсари с нами. В данное время я заканчиваю уже повесть на ингушском языке. Думаю, читателям понравится. Повесть называется «Сон Хайндалари», если бы я знала. Особенно эта тема заинтересует нашу молодежь. Мадина Аздоева, Мадина Марзиева, Вести Ингушетия.